Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Продолжалась эпопея с интервью, скандальным интервью Руслана Дальгиева на своем собственном подкасте Чаборс ТВ с блогером Артемом Плато. Весь интервью шел 5 часов, поэтому, как вам сказать, я под впечатлением снял одно видео. Конечно, я туда не смог все это положить. Придется разложить, даже, может быть, еще будет видео, потому что это пятичасовое интервью, там очень массив, страшный массив информации и вопросов, и ответов, и, конечно, там было затронуто глобальные проблемы всего человечества. Радует, что ингушские блогеры растут, профессионализм. Да, мы не можем говорить, что профессионально было этот интервью, но нужно дать должное. Вот он же не от себя это, если вы не заметили, он читал вопросы, которые задали другие ингуши. Если есть вопросы, почему их нельзя задать и спросить человека напрямую, не за спиной, и не из-за этого, просто напрямую пригласить человека, хорошо, вот ты, и давай мы с тобой поговорим. Конечно, меня удивило, и я уже целый день прочитываю комментарии, мне важно, что пишут сами ингуши, вот меня вообще удивила их реакция. Я понимаю, мы любим Артемку, он больше, чем сам ингуш, в душе и сердце, больше, чем все остальные ингуши, но также нельзя очаровываться. Вот я говорю, я честно слово, мне стало стыдно, парень пишет Артему Плато, признается в любви. Я написал, вот это же так нельзя делать. Почему вы вот это, и вы вот это сейчас просто, если вы не можете смотреть интервью, посмотрите этот комментарий. Конечно, когда нужно, ингуши могут сориентироваться, и все массовые поддержка Плато, Руслан Тагиев плохой, вот русский простой, очень хороший русский Артем Плато, этот последней инстанции. У вас, товарищи ингуши, 500 000 человек. Неужели среди вас нет ни одного мужчины, который может вот точно так же, как это Артем Плато, выйти на пространство, заявить о своих проблемах? Артем Плато это гость. Он слишком вот, я понял, вот что хотел он сказать. Хорошо, он когда начал, вот я 7-8 лет живу, он спрашивает, хорошо, ты прожил 7-8 лет. Сколько ты ингушских слов знаешь? Ну, 5 слов он знает ингушских, 5 слов. Вот то, что он смог сказать, 5 слов. Две слова он неправильно. В самом начале и в самом конце неправильно даже сказать. Представляете, 5 слов. Весь багаж Артема Плато месяцами там прохлаждается, и вот весь багаж это. Он не обязан учить ингушский язык, он там, они проживают, у него нет этого адреса, но признается днем и ночью любовью, как он любит ингуши, как он любит эти ингушечи. Конечно, логично было, я бы тоже, и хоть что-то там, я не знаю, я тут проживаю, я выучил язык, хотя, наверное, мог бы обойтись английским, спекал бы английским и все. Может быть, я так и делал, когда я приехал в Европу, я только хотел по-английски разговаривать. И вот на начале я говорил по-английски, сейчас, конечно, перешел на местный язык. И вот любовь ингушей к Артему, это непонятно, конечно, это непонятно. Ну, хорошо, зачем тогда, плохой, Чаборс плохой, Руслан плохой, вот Артем хороший. С чего вы взяли, что он хороший? Да, я видел очень много хороших русских, очень много хороших русских. Именно на вопросе Кавказа, на вопросе Чечни и Ингушетии заканчивается. Заканчивается. Вы видели? Вот любого знать хорошего русского, спроси, вы дали бы вот это про чеченцев, Кавказа, вот они там заканчиваются. Там заканчиваются. Вот поэтому Чаборз решил тоже
мне не нравится это имя Чабор, просто я знаю, как это парня зовут, поэтому я буду говорить, что Руслан просто задал вопросы, которые ему задали люди, и вот он по этим вопросам шел. И вот он еще, я так и сказал, что он ингушский Юрий Дудь, и вот он решил, вот все вот это, если есть вопросы, конечно, нужно получить ответы от с первого лица. И он их получил. Конечно, немножко я просто... Там не может такого быть приезжий человек. Вот я чеченец, я проживаю в этой Чечне. Я холод, слякоть, хожу по этим дорогам, включая этот цвет в воду. Есть оно, нет этого. Я это каждый день проживаю, эта проблема. Это годами это коплется. Вот я могу, если я там проживаю, это моя земля, мой дом, я в этой проблеме. Интересно, 500 тысяч ингушей молчат, а вот этот приезжий русский должен говорить о проблемах ингушей. Да, это иногда бывает, вот это нужно определиться. Или ты приехал справедливость, или ты приехал красивый ингушский город смотреть, или ты очень любишь этих ингушей, готов сердце, душу отдать за них, или тебя волнует справедливость. Вот, там очень много, поэтому это интервью, вот этот Артем знает, куда он пошел. Он пошел в блогер. Он сам блогер. Я тоже сейчас комментирую это блогер. И, конечно, если я еще раз посмотрел бы эти 5 часов этот репортаж, я мог бы красиво все это, мелкие вещи, которые я упустил, я мог бы, конечно, но у меня нет времени еще 5 часов сидеть, смотреть, потому что я должен комментарий. Мне интересно, как ингуши вот повели, когда ингуш, он же тоже значимая фигура в ингушской политике, общественный деятель, социальный подкаст, и только об ингуше он говорит, и проблеме ингушетии. Это тоже приезжий русский, который тоже почему-то решил о проблеме ингушей говорить. И вот два мнения столкнулись в этой студии. Ну, можно сказать, это не то, я не говорю, что это идеальное интервью, там нет, далеко от идеальности. Но там, вот вы, если вы внимательны были, вы должны были, вот он сказал, вот он же вчера, это не день интервью, это продолжил, это вечером, когда вот он сделал вот этот промо-ролик, сказал, что он будет с Артемом, вот, подкаст Артема Плато. И вот тогда вот это начали все комментировать, и вот это не понравилось Артему Плато. Артем Плато, и вот этот Чичоборзу, давай уделяй то, удели то, удели то, удели то, вот это. И вот поэтому с самого начала он как бы, вот, вчера он достал, скорее всего, его, и вот он, ну хорошо, он же так и говорит, если ты, конечно, будет задавать такие вопросы, если ты общественный, вот это, у всех виду, и вот люди, возникает вопрос, и этот вопрос задаешь. И вот это, да, целый час, полтора часа про ориентацию тоже, это слишком, но там же можно было, конечно, 50 минут обойтись, но вот так получилось, что просто это интервью, скорее всего, он должен был смонтировать, двухчасовой сделать, там, 1 час 45 минут. Вот эти все негативные вещи бы ушли, и вот осталась бы вот эта ингушская проблема, ингуши. И вот просто так как, почему это так получилось, что он все это 5 часов поставил, потому что вы не забывайте, что Артем хороший блогер, он еще журналист, он учился на журналист, он мог бы потом попиариться, сказать, что вот это убрал. Поэтому, чтобы вот этого не было, он просто поставил весь этот разговор, чтобы мы, слушатели, могли сами внимательно посмотреть и рассудить, кто прав, кто не прав. Очень сложная ситуация. Я никогда вот за ингушей не топил, но в этом случае просто вам действительно, товарищи ингуши, вот когда вопрос о чеченцах, ни один ингуш не прибежит, вот Руслан Бузуртан днем и ночью вещает.
вы знаете, что это некрасиво, вот это все что угодно говорит. Вот понятно, много провокаторов, многие и политические вот эти продажные, и вот непонятная личность, но много же нормальных ингушей же это читает, но ни один не пишет комментарий, пожалуйста, Руслан, не скажи, вот это ни один комментарий не пишет. А вот тут все проснулись, все хорошие ингуши проснулись и начали писать, это чабожный прав, чабожный это, чабожный. А почему, Артем, вот я вам задаю чеченцу, задает вопрос, почему приезжий гастролер прав? Разве он в гостях? Сколько в гостях люди сидят? Я бы вместо Артема, знаете что, вот, это, вот точно, вот я говорю вам, рассказывать, что он должен был делать. Он должен был принять ислам, жениться и стать ингушом, но он не стал. Вот результат вот это интервью. Вот там же не может быть такого, вот я ингуш, я душом сердцем ингуш, я самый большой ингуш, я борец за справедливость, и днем и ночью там сидит, и вот и языка нет, и нет остальных действий. Тогда, говорится, оставить ингушей, а пусть они сами разберутся в себе. И в России мало проблем. Тем более ты русский парень, Краснодар, ждет тебя, сколько там вот это застроек, мастройка, вот это понятно. Тоже с Краснодара, тоже два блога знаменитых о Виденке, они живут в Армении. Вот их мать была знаменитая, вот 2 миллиона 300 подписчиков, 300 тысяч подписчиков было у матери. Такая популярная блогерша была. Вот Краснодар вам огромный город, там возле этой реки, вот это, не знаю, какая там река, вот там тоже вот этот лес рубают. Вот сколько есть несправедливости. Нет, нам надо маленький уголочек земли прийти. Да, у тебя другие ингуши, это я понимаю. Тебя тяготит ингушетти. Но, знаешь, ты должен быть, остаться гостем и вот как-то себя вести скромно. Там Береев, да, днем и ночью говорил о красивой ингушетии, о пейзаже, о достопримечательностях, но потом ты лишь тоже снимаешь вот эти ролики, какой-то. Это очень, вот это было, вот эта продажа аэропорта с молотка Ингушетии продают. Это я это увидел, я, честно слово, я удивился, как это можете вот так, такое говорить, что находиться в Ингушетии, а где сидят, вот поэтому я говорю, там спят они. Им зря платят зарплаты. Вот зря им платят зарплаты. Я не говорю, что вот это такого русского гастролера, мы сказали, ты спасибо, мы тебя ты у нас засиделся, пожалуйста, просто можно предупредить, что не делай это, дело пойдет дальше. Россия огромная, вот куда-нибудь уезжаешь, Ту или, я не знаю, Якуты или Дальний Восток, где-нибудь, да, там сразу же, ты что, там сразу связь, сразу же. Неделю он не продержится, поэтому он знает. Он же в Санкт-Петербурге был, сколько проблем там. Нет, мы не будем это освещать, мы будем проблемы в Ингушетии. Вы не подумайте, что я против Артема. Нет, мне его жалко, действительно. Это очень сложно. Вот человек пытается что-то сделать, но это ты же не можешь, если люди не хотят, это ты же насильно не можешь это исправить. Вот я поэтому говорю, Артем, дело не в тебе, а дело в этих ингушах. Их 500 тысяч. Почему у них нет вот такого рупора? Да, вот все эти рупоры, все у него, почему они, знаете, почему тип появился, почему те плоскости вот это вещашь, потому что все они, все общественные мнения Ингушетии заняты провокацией с чеченцами, клеймить чеченцев, воровать их историю, вот все они, все, потому что некому заняться. Вот это Руслан Долгий, вот некому заняться ингушской проблемой, потому что все провокаторы, все вот это, какие-то заказы, какие-то суммы закидывать и вещают против чеченцев.
днем и ночью. Поэтому у вас же проблем нет, у вас все хорошо, у вас шпики-шики. И, конечно, он ни при чем. Нужно вот это, когда вы кого-то, мне вот приходите, начинаете тоже, все, что только не пишете. Да, интересно, своеобразно у вас понятие о чести, о достоинстве. Мне вас, честно слово, товарищ мужчина, жалко, жалко. Вот хоть один бы, вот вы же можете, если хотите, вот Чичаборз, он виноват в том, что очень много вопросов вокруг, очень много историй вокруг этого Артема Платона. И вот он должен задать, и он решил как мужчина, просто как ингуш, как война, просто задать. Хорошо, ты так, хорошо так. Ты так, хорошо вот так. Вот ты говоришь это, вот почему ты так сказал, почему ты тут сказал, почему ты там галочку поставил. Ты же говоришь, что ты ингуш. И вот это он просто решил, да, может быть, и на место поставить. И кому понравится, кому, где это выдано, что вот в Москве я поехал бы чеченец, и там был вот этот Собянин, я не знаю кого, там клеймил бы всю эту Москву. Нет. Да, я могу у себя в Чечне говорить, что в Москве плохо, но я же не могу поехать в Москву и там быть общественным рупором. И русские все молчат, их 140 или... Ага, ну, я один чеченец должен проблему высветывать. Это тоже так, и тоже, знаете, вот это вот вы, поэтому вы не читаете, вы безграмотные, и вот это сразу решили накинуться, вот это, вам стало жалко бедного Артема. А вам не жалко вот этого Рустама Долги? Ему что-то приятно это задавать? Вопросы есть. Они возникли. И вот он их задает. Может быть, в принципе, он никому не был обязан, потому что его вот, директ закинули вопросы, он вот эти вопросы решил задать от своих подписчиков. И зря, конечно, он сделал, это тоже некрасиво выглядит. Поэтому 4, почти 5 часов. Это, пригородный район. Хорошо, он за пригородный район. Хорошо, одна вот. Давайте заслуженный деятель, журналист независимой республики Ингушетия. За это мы сделаем ему, как это, карточку, что там, вот это. Я бы, видите, такой пансион, он даже музыкантом был, он что там только не мог. Он мог бы стать хорошим журналистом. Почему нельзя, вот, Ислам Вершов, знаете, парня русского, тоже принял ислам, надел тюбетейк, вот путь ислама, вот этот ведет он итоги. Вот ислам Вершов, вот я ему сказал, Адам взять имя, Адам Плиев, Артем Платон, Адам Плиев созвучно. Вот это ислам Ершов, никуда не лезет. Он так красивый, он такой красивый голос, он так может говорить, он никуда не лезет. Вот он решил, нужно, если ты русский, то если затем мусульманская республика, еще консервативная республика. Это самый консервативный регион России. И туда лезть, и я не знаю, там же не так. Там, да, можно жить. Очень много живут у нас в Грозном, но они, знаете, меняют свое вот это зрение, мирозрение надо менять. Немножко нужно сориентироваться, немножко нужно вот свое зависимое мнение надо при себе оставлять. И вот это, сегодня я на работе паузу во время обеденного перерыва, вообще шокирован был вот эти комментарии. Я-то знал, что будет много восторженных. Даже он может партию создать, пойти политику, депутатом. Он мог бы стать спокойно депутатом. Проголосовали бы многие ингуши. Многие проголосовали. Потому что их же учат быть вот эти касты ингушей, которые против чеченцев. Они сейчас прискакали, ничего плохого они говорят. Вот если я был бы там интервью, конечно,
меня бы все, там все культурно, чинно, но все равно ингуша опустили, вот русского подняли. Браво, браво. Да, у вас очень интересная логика мышления. Вот он же знает, куда он идет. Он идет к блогеру. Конечно, он думал, что он простяк, а он просто, как этот знаменитый блогер, того же точно так же. Ксения Собчак, знаете, как она? Очень редко от него можно спастись. Потому что вот так он, это так и нужно задавать вопросы. А не влюбленными глазами смотреть и хлопать. Ой, Артем, молодец, какой ты хороший. Да, пусть другие ингуши говорят, достаточно ингушей, как я же вам говорил, признаются в любви, Артем. И девушки, и парни. Это нормально? Конечно, нормально. Для мужчин нормально. Главное, презирать чеченца, не ненавидеть чеченца. Вот русских мы будем любить. Хороших русских, имейте в виду. Я тоже хороший чеченец. Почему вы меня не любите? Почему вы меня презираете? Почему мне гадости пишут? А вот Артем мы не поищем. Я не говорю, что он плохой парень. Речь не в Сейчас мы разбираем личные качества, какой парень, какой вот это. Каждый человек по-своему хороший. У каждого человека есть свои наклонности, слабости. У каждого человека есть ошибки. Просто мы, психология, тут не разбираемся. Мы разбираем интервью и его последствия. Последствия будут очень большими, мне так кажется, потому что это не просто так 5 часов он вышел. Это очень смело, это очень громко. И вот многие блогеры сейчас начнут это комментировать. Не один ролик снимут. Я еще, скорее всего, еще последствия будем снимать, смотреть. Я всегда тебе, Артем, чисто от души, чеченца, даже был бы ингушом, сказал бы. Вот многие ингуши его используют, его обманывают, его на ложный путь ставят. И вот он и вот туда, и сюда, и под статью гонит. Вот если бы вы что, то, что он на этой подсказке сказал, он разжигает межнациональный рост. Вот это. И как? И как? Я надеюсь, пожалуйста, товарищи, не будьте кровожадными. Просто можно отправить на поезд, пусть сядет. Не надо, вот это молодой, задача. И так у нас много проблем. И так у нас хватает этих трагедий. Вот. И надо обижать русского парня в любом случае. Хотя ему 9 лет он у вас, но он в гостях у вас. 8 лет он у вас в гостях. Пусть гостить. Но когда закончите, скажите, пожалуйста, Артемка, от греха подальше, от греха подальше, от греха подальше, потому что или говори про путешествие, у тебя же travel блог, или заяви, что политические репортеры, тогда и критикуй, и Россию, и все критикуй. Там же бывает везде travel блог, а вот Ингушетия вот проблемы насущные. Пусть Ингуши, их 500 тысяч, пусть они разбирают своих проблем. Зачем ты? Я тоже честно, я просто, потому что это касается меня, потому что они же постоянно в сторону нас эти пальцы показывают, поэтому мне просто приходится отвечать. Я просто отвечаю, я специально ничего не придумаю, я специально ничего не говорю, специально я не просыпаюсь с мыслью, чтобы сделать плохое ингушам. Пусть живут 100 лет, 1000 лет. Я благодарю Аллаха, что они вот состоятся как род. Первый они этап прошли государственность, но вот как они государственность состоялась, но сейчас они должны состояться как народ. И там в этой сложной пути это веселись, радуйся, танцы, музыку слушай. Зачем это тебе надо? Приходи в гости и Чечню, скажи, что вот
скажи, что я больше не буду ничего комментировать, вот это, я весь Кавказ буду освещать, буду у всех в гостях, и просто скажи, извините, если я кого-то обидел, я просто, вот я с этого дня вот не больше не буду, просто буду про вас рассказывать, и все, и гостя, Чечня очень огромная, и Кабарда, и Балкария, и Адыгея, и Краснодар, и Ростов, там тоже казаки, тоже своеобразная, вот это, и нам всем будет интересно. Какие-то казахские, вот у нас тоже много казахских станиц в Чечне. Калмыкия, вот, знаешь, Волгоград, вот это Астрахань. Может, знаешь, вот так внутри России, или то мог бы, конечно. Просто ты общаешься с людьми, вот они тебя вот возбуждают, и вот ты немножко становишься неправильно. Вот я сколько тебя слушал, просто хотя бы один раз в Грозном он был, вот сказал правду. Вот в последнее время ты вообще, это так, это же неправда, зачем это говорить? Кто тебя заставляет это говорить? Кто тебя заставляет ходить это Сунж? Это придумывать эти сказки? Там бы сказали, что глава Сунжи сказал, приди, вот этот спорный район с чеченцами, вот скажи, что вот оттуда депортировали всех ингушей чеченцев с ингушского села. А этот удовольствие. Ингушское село, оно стало в 1992 году, административно вошла в состав, и то он был захвачен. Сунжский район был захвачен. Магикбетский район был захвачен. Чеченцы имеют полное право в любой момент это растрогнуть. Это не по вот, война вот, русскими войсками. Это был захвачен. И вот это тоже ты обрабатываешь чей-то вот заказ. Это тоже некрасиво. В любом случае, если кто-то тебе, или ты хочешь хороший сделать им вообще, вот мы сделали, чеченцы, мы им сделали. Если мы обратно потребуем то, что наши, мало всю эту землю, это ингушет вообще не останется. Маленький кусочек земли. С Веденским районом вот будет, там, Веденский, Шатойский, 2 района у них там, такую же площадь у них останется. Мы же не требуем обратно, мы говорим, оставьте нас в покое, не трогайте нас, не предъявляйте к нам претензии. Не бегайте возбужденно по этим сайтам. Вот эти все прискакали. Ой, я не понял, что он там а что, с ним надо смеяться? С ним надо любезничать? Он же парень. Если честно, я думал, что он заплачет. Я просто боялся, он от обиды может заплакать. Я тоже такой обидчивый человек. И вот я думал, он заплачет. Хорошо, что не заплакала Артемка. Может, тебе они враги. Если ты плохой компанией связался и делаешь подлости, конечно, это они красивы. Или ты русский это делает, или ингуши это делают, или чеченцы это делают, неважно кто. И вот такие дела. Я сейчас хотел многое сказать, скорее всего, и не надо, вот я сейчас понял, я понял, как это действует. Мне казалось, эти что, они не смогут никогда против своего ингуша выступить таким фронтом. Оказывается, могут, если нужно фронт. А потом хотя бы одного приличного ингуша бы заступился бы за чеченцев. Нет, не заступать. Вот это русский Бузуртана вещает там вот сказочки. Нет, мы молчим. Мы тихо аплодируем в станке. Вот сейчас аплодисменты. Браво, браво. Браво, да, Артем, браво. Аплодируют все мужчины. Когда нужно, вы это делаете. Знаете почему? Потому что он же, вот, если он заявил этот флаг об Осетии, вот он там целый час, первый час пошел об, сказать, личной жизни, вот этой ориентации, второй час был посвящен Осетии, да. И, конечно, Танзил себе не позволяет говорить об этой Осетии. Вот такое. Я немножко, вчера был немножко шокирован, потому что это был очень смело, очень
очень напористо, очень дерзко, конечно. И я бы через час уже, когда уже начал про этот первый, представляете, первый час, когда вот это началось личное, я бы стал бы, сказал бы, спасибо тебе, Чеборс, у меня дела, мне надо идти, они настроены, или в первом часу, или в втором часу, или в третьем часу, или в четвертом часу. Но молодец, Артем, до последнего там посидел, попытался свое мнение высказать. Мы его услышали. Также услышал мнение Руслана Дальги, который просто задал вопрос, который у всех на устах, у чеченцев, у других народов, у самих ингушей. Вот. Он же тоже говорит, что вот у тебя вот такая была карьера шоумена, и ты сразу же повернул, почему ты приехал к нам, ингушей, в горы, чтобы начать другую жизнь. И вот это тоже резонный вопрос. И вопросов, да, есть много. Я-то думал, я получил ответ, оказывается, не получил. Оказывается, не получил. Это неправильно, товарищи мужчины. Вот так себя вести. Вот так себя вести. Я не говорю, что нужно говорить, что Артем плохой. Надо, потому что каждый человек имеет свое мнение. Даже мне вот что-то, вот я вот этим демократичный человек, я очень прогрессивный человек. Вот, и, скорее всего, Артем тоже, он говорит, я прогрессивный человек. И он говорит, я очень много, чуть-чуть не намного прогрессивный. Если он бы не в этом подкасте против мужчин, а своих вот этих, иногда бы хорошее, доброе слово говорил бы про нас, и немножко старался бы, а не врать угодно. Кто-то тебя пригласил, глава, и ты должен говорить про нас. Нет. Какой-то ты должен иметь маркер. Ты же не можешь все говорить. Ты не можешь, вот какой-то заказ поступает, и ты об этом... Ты должен знать, что будет последствия. Тем более ты блогер, тем более ты учился на этого журналиста. И понятно. Или я вместо тебя, молодой парень, я бы взял бы чемодан, уехал бы за границу. Где-то устроился, в Америке жил бы. Там, знаешь, я тебе говорил, уезжай, беги, Артемка, пока не поздно. Это сейчас вот так с тобой по-хорошему разбираюсь. Честно слово, я сколько роликов посвятил про тебя. Сколько я их посвятил. Просто вот я тоже убежал, вот, когда 4 раза меня посадили, и то моего дерзкого характера. Я не говорю, что я сейчас такой, но раньше я был глупый, молодой, а по молодости лет я вот такой. Ты что, полицейский откроет мне, что-то скажет плохое, все, меня не закрыть. Вот я вот говорил все, и вот один полицейский мне говорит, ну они выкинули документы мои с машины. Меня забрали и выкинули мои все документы. Я так на них наехал, он говорит, ты глупый, что ты против полиции такое говоришь? Я вот сколько раз меня пытают, вот тебя кто питает? Никто не питает, с тобой не издевай. И то я в своей гражданской позиции. Это не у тебя гости, который приехал из Краснодара, должна быть гражданская позиция мужчин. Это у мужчин должна быть своя гражданская позиция, быть мужчинами наконец-то. Они под никами, под этими, вот это писать эти гадости, пошлости, вот чеченца. Чеченцы кто вам? Вот это, и вот это все, и все, хорошо вы простили Осетии, вот забудьте про нас тоже. И вот своими делами. Тогда вы будете знать, товарищи, что у вас люки открыты, что у вас вода не течет, у вас света нету. Вот будете знать, что у вас есть насущные проблемы. Конечно, вам интересно вот это, слушать сказочки, которые придумывают. Впоследствии я всегда говорю, видите, вот тут яркий пример. Они уже хлопают, Артем, у них кумир. Вот, не сотвори себя кумир. Вот русская пословица. Не чеченская, не ингушская, а русская. Не сотвори себя кумир. Вот это сейчас еще будет. И вот это.
Да, перед 2 дня напишут, потом забудут. Тоже если его арестуют, что-то сделают, вот перед 3 дня будет этот протест тихий в интернете ингушский, а потом все заглохнет, забудут. На 4-й день уже тебя забудут. Не только тебе. Просто я это так говорю образно. Мы не кровожадные люди. Это в России, вот ты говоришь, Россия, Россия, Россия. Это в России такая атмосфера. Если там было все хорошо, то, скорее всего, находился бы в Москве и себе жил бы, поживал бы. И так как там тоже нехорошая ситуация, ты, скорее всего, приехал в Ингушетию, я могу тебя понять. Там тоже, вот я тоже общаюсь с этими мужчинами, у них есть что-то такое, ну как сказать, честное слово, я перестал общаться с чеченцами уже с 2015 года, только с ингушами общаюсь. Вы представляете, как это? Как это? Я вам рассказывал разные истории. Вот это так, вот это так. Вот это так. Хотя ты-то 8 лет знакомит ингушетия. Я всю свою жизнь с ингушами прожил. В школе у меня друг был ингуш. Друг по переписке ингуш. Все были ингуши. Я был президентом школьного клуба интернациональной дружбы «Факел» отзывался, и я вот письма писал, и мне писали очень много писем. Вот познакомился ингушом, 16-летний парень, ингуш в городе Азрани. Даже сейчас, если Яндиев фамилия, я помню, Яндиев фамилия. Вот Грозный он писал мне. Поселок Грозных, на улице Могилевская. Если ты Тимур, по-моему, Тимур Яндиев. В Грозном я проживал по улице Могилевской, вот это. Письма мне присылали. Вот такое. Я тоже, знаешь, мне очень нравилось, когда русские были в Грозном. Тебе, наверное, тоже. И я могу это понять, их мужчин, там русский проживает, у меня блогер, хоть какой-то, и проживает, и это интересное. За тебя болеет. И вот это очень много было разумных комментариев. Вот это тоже, это очень было вот это. Но что могут сделать этот Руслан, если вопросы есть такие? Он мог что угодно, а не давать. Конечно, вам, братья, надо было сперва подраться, а потом начать интервью давать. Тогда вы бы успокоились бы. Оба. А почему вина Руслана, дорогие? Вот этот товарищ Ингушетия. Почему его вина? Этот был взвенчан, а другой тоже же был, а тем тоже взвенчан, потому что он писал ему, чтобы он удалил мне комментарии людей, плохое про него писали. И вот они оба были взвенчаны. Лучше бы они там 5 минут подрались бы, там пар пустили бы и сели бы нормально, щековый интервью был. Вот это я как блогер, я смотрю не так, что я слышу, а общая картина. Если я сейчас бы, прежде чем вот сесть тут снимать, если я бы снова бы полностью видео посмотрел бы, уже когда второй раз смотришь, ты видишь очень много вещей. Но, знаете, 5 часов я не смогу осилить, потому что я с работы пришел, и еще с вами сижу, говорю. Это очень сложно, очень сложно, очень сложно. Но проблема есть. Она не только в этом Артеме Плато. Есть товарищ у вас, ингуши. Вот этот вид, с одной крайности, другую бегаете. Вот это тоже. Это Руслан Долгиев. Откуда он взял, что 3 района было вот чеченцам, он не церемонится. Если я там пришел бы, он меня вообще бы затопил. Но меня это очень сложно, конечно. Я начитанный человек. Он-то, наверное, пару книжек прочел в своей жизни. Хотя сын известного политического деятеля Ингушетии, почему-то Исук Кадзой, все знают. Вот его друга, это Мусы Долгиева, никто почему-то забыли. Даже мой сосед ингуш говорит, а кто он такой? А я говорю, это же то же самое, что Иса Кадзою.
Просто он у всех на виду, а тот ушел в бизнес там в Москве, скорее всего, где-то там. После 92 года у многих появился разочарование. Бейбулат Богатырев отошел от власти, вот этот Муса Далгиев отошел от власти, общественной, имеется в виду общественной вот этой деятельности. И вот это Бексол Сейнароя тоже. Что-то у них происходит, вот это пригородный район, это камень, это проблема, это Ингушетия, это пригородный район. Они этого лишились, и потом чеченцам требуют отдать. Мы-то дали, столько же мы отдали. Честно слово, если это, они потребуют чеченцы, я надеюсь, они не будут требовать, потому что не надо мне потом на 1000 лет, чтобы они снова бегали. Пусть они это я тоже, как этот Руслан Долгиев говорю, не надо. Пусть они живут там, Конечно, если что-то сделать, ответ должен быть. Если вы не дадите ответа, потом снова последует. Вот это да. А если они мирно живут, пусть тут 1000 лет пусть живут, нам до них дела нет. Тем более у нас своих проблем хватает, кроме них. Вот видите, вот вам подкидывают нам интересные подкасты. Вот он же, знаете, у чеченца же он был, точно так же он разговаривал, 45 минут. Скорее всего, чеченцы, Ингушетия, какой-то маленький блогер, тоже он был там у него в подкасте год тому назад, но он 45 минут поставил. И был тоже такие вопросы, на 45 минут был. А тут, конечно, если ты 5 часов поставил, многим не понравится. Мне тоже не нравятся некоторые части. Можно было обойтись без них. Но вот Руслан решил, что вот так должно быть. Пусть ингуши послушают, посмотрят. Я не думаю, что он вот так специально искал этот вопрос. Просто они были уже. Мне тоже поступает очень много вопросов, я их мог бы, у меня нет привычки их собирать даже сегодня. Вот прочел бы некоторые вопросы, взял бы и вот по ним бы прошелся бы. И было бы намного интересно вести этот подкаст. А так, я не преследователь или возвысит Руслана, ингуша Руслана Далгиева или русского Артема Плато. Обе, как сказать, не до конца искренне, это видно. И просто не нужно одного разрешать, второго принижать. И в любом случае, мы же не знаем, по какой цели, как появился человек на Кавказе. В принципе, он мог появиться. Но там вопрос не к тому, что он там Ингушетии и приезжает. Вот его, вот это он решил стать, я не знаю. Я мог бы, если у него были бы политические амбиции, я хочу стать депутатом Ингушетии. Вот это понятно. Но вот без амбиций, без этого, очень людям кажется мутно это все. Многие так и говорят, что это мутный тип. ФСБщик, много легко наклеили на него. Даже я знал, что он певец, но я эту информацию не давал, потому что лишнее. Вот сейчас раскрутилась эта информация тоже. Пошло-поехало. Сейчас еще больше вопросов будет о чем Плато, чем были раньше. В принципе, вопросы к нам должно быть. Вот почему у нас так все плохо, почему у нас все не так гладко, почему у нас вот тут прокол, там прокол. Не от хорошей жизни, наверное, Артем Плато тоже пришел туда. Ну, конечно, он не думал, что сейчас задним умом, конечно, скажет, что, но я 100% уверен, он не знал, что вот так будет жестко. Вот это он знал. Он знал, что обязательно эта тема возникнет. Ориентации, он знал это, что это будет. Знал, что женился, не женился, русский язык, вот он знал, примерно знал, но не знал, что будет такой сжатие.
на 5 часов. Вот это он и знал. И вот, по-моему, он ни разу не выпил. Или мне это кажется, он выпил за эти 5 часов. Он же говорил постоянно. Вот это я не видел, чтобы он пил. Вот я видел, что пил Руслан Долгиев. Это тоже гостеприимство же. Или он... Потом нужно посмотреть, он пил воду или не пил. Это значит, он действительно обиделся на это Руслана Долгиева. И вот пренебрежение вот так отнесся. Потому что как можно сидеть на подкасте и не пить? Вот 5 часов разговаривал. Он еще там, наверное, сидел долго. Ну вот такой, это как бы новый сериал из этого подкаста получается. Но очень много. Мне очень удивило вот эти, вот такое восхищением этим Артемом Плуто. Вот они готовы даже свои ингуша замазать к стене, лишь бы вот не трогать хорошего русского. Хороший русский. Вот Грозно спросите хороших русских. В 95-м году, 2000 году. Сколько их было, этих хороших русских? Сколько парней чеченцев измучены, эти застенки? Сколько пропало без вести? 80 лет, 17 лет, 19 лет. Даже некоторые даже никогда в руки оружие они не держали, даже ни при чем были. Даже мимо не проходили. Просто блокпост, он должен куда-то идти, или учиться, или в магазин, или по улице идти. И там везде эти блокпосты были в Грозном постоянно. Везде. И вот тебя проверяют документы, ты мог в любой момент попасть в их руки, все, пиши пропал. Я поэтому и говорю, Артем, у них нет проблем. Ты не должен, это мелкие проблемы, которые вообще, это везде их есть. И вот ты это делаешь, их не нужно освещать, пусть сами ингуши это все освещают. Ты рассказывай про красивые горы, про пейзажи, там, красивые реки, про хороших, добрых людей, про их обычаи, традиции. Но зачем лезть туда? 500 тысяч ингушей, а ты должен за них заступаться. Обязательно должен приехать в Краснодар, чтобы их защищать. Их права, их не ущемляют, их власть. Никто, они любители скакать по этим площадям, их никто не ущемляет. Вот не хотят, понимаешь? Да, про чеченцев мы громко заявим, а вот про открытый рынок мы не хотим заявлять. Это же вот так это. Вот так. Да, удивляет эта ситуация. Странно. Теперь я понимаю, почему вы вот такие, они адекватные. Неадекватные приходите. Некоторые, я имею в виду некоторые, мои, они образжелаты. Сейчас в последнее время даже не стал смотреть. Не буду убирать. Что хочет, пусть пишет. Что хочет, пусть и пишет. Но будем смотреть, запасаемся попкорном. Сейчас он еще этот ответный снимет. Он сказал, я ответный сниму. Он даже пришел там, сказал, поблагодарил всех ингушей, которые за него заступились. За запас товарищей, запасаемся попкорном, короче. Он сейчас выпустит, сейчас стрим будет, скорее всего, сегодня будет стрим. И, скорее всего, нужно, или, я надеюсь, Башлам тоже, скорее всего, стрим пойдет. Очень много стримов будет, так что успевайте везде. Можно записи потом посмотреть. Я не знаю, если у Артема будет стрим, туда идти, если у Башлама будет стрим, туда идти. Выбор большой, конечно. У нас выбор большой. И, скорее всего, вот этот Руслан Дальгиев тоже как-то ответит на эти необоснованные притязания имущие к нему. Вот такое. Надеюсь, они
друг друга разъяснять. Вот он попытался, конечно, ему сказать, Артем, уже ты засиделся, пора, не пора, если ты не учишь язык, ты не хочешь интегрироваться в общество, может быть, тебе обратно уютнее будет находиться там, где ты проживал раньше. Ну, не знаю, я двояком вот это. Не могу сказать, что Руслан прав, он не прав. И не могу сказать, что Артем тоже, он по-своему прав, тот по-своему прав. Короче, я-то тоже написал комментарий, и мне сказали приятный комментарий, что единственный адекватный комментарий на этом сайте оказался моим. Вот меня я сказал, что он, как Юрий Дуд, взял интервью и сказал, что Артем Плато достойно ответил на все вопросы. Это и так оно и есть. И зачем мне говорить, что это плохой, это хороший, он за это выступает, этот продался кому-то? Нет, так не бывает. Мы никогда не знаем, какую цель, как преследует Артем Плато. Мы тоже не узнаем, точно так же не узнаем, какую цель эти интервью преследуют вот этот Руслан Долгиев, Чаборс. Знаете, мы потусторонние зрители. Вот мы только можем, вот нам подкинули косточку, и мы можем его облизать и это вкусовые качества пересказать. Вот точно так же мы посидели, послушал, я послушал, вы-то не знаю. И вот, скорее всего, там очень много людей, которые вообще не поняли о чем, потому что фрагментами, там 20 минут, 30 минут послушали, и они, наши бедного Артема, они обидел, наш Ингуш обидел, он же за нас же топит. И вот это не понравилось, сразу начал массу вот этому Руслану писать плохие комментарии. Я не заступаюсь, я никогда не буду заступаться за мужчин, потому что они нужно уважение заслужить. Просто как вам сказать, потусторонний наблюдатель, и для меня вот правда, если там вылезет в конце концов правда, я за эту правду, не за предположение, не за фальшивые там выкрики, вот есть что-то плодотворное, что-то масла. Почему-то вот это, вот не знаю я, этот русский мог бы, я и так ему сказал, в каком-то вот этом, где-то он что-то сказал, я сразу в комментарии, что вот лучше эти масла от чеченцев, они же послушают тебе, эти мужчины послушают русского, а не чеченцы, и не свои мужчины. Вот такое дело. Вот я не говорю, что я не радуюсь, да, и мне смешно, я иногда, может быть, вчера я был вообще просто от удивления, я вот немножко повеселился, постебался, но, знаете, ну это странно, странно. Вот, может, потом мы узнаем, что это преследовалось, какие цели тут были намечены. Но вот он громко заявил, что он в подкасте все расскажет. Будем смотреть, и будем тоже послушать, может, тоже придется ролик выпустить. Еще эти комментарии, еще надо все прочесть. Я пару сотен прочел, там катастрофа. А там, может быть, тысячи меня будет, вот восторженные мужчины. Зачем вы обидели нашего Артемка? Если так мы любили бы мужчин, я не знаю, если я там находился бы, я, может быть, действительно попытался бы выучить русский язык, какие-то традиции, как-то шапку одеть, какую-то, знаете, как этот ислам еще его никто не заставлял. Вот он на телевидении работает,
И все, тоже русский. Почему нельзя вот так? Если тебе нравится этот род, ты же признаешь это, что тебе он нравится. Вот с этого интервью 5 часов ты признаешься в любви ингушскому роду. Конечно, было бы естественно. Вот поэтому вот сомнение у этого Руслана Долгиева. Хорошо, ты так любишь ингушей, а ты сколько слов знаешь? 5 слов. И то 2 неправильно сказать. Такие дела, короче, нам, ребят, сложно понять тонкую душу ингушей, конечно. Вот и мне бы понравилось бы, если бы ингуши заступились бы вот так за чеченца, вот если чеченцы был в подкасте, вот он начал бы топить, вот все ингуши бы пришли бы и сказали бы, это ты неправильно делаешь. Я уверен, ни один бы нашелся. Да, грузин, может быть, написал бы, чеченец, да, русский, да, осетин, да, кабардинец, адик, да, балкарец, карачаец, да, лиздин, да, но не ингуши, не ингуши. Ни один ингуш бы не заступился, как сейчас заступается за этого Артема. Вообще это будет ты что, это будет последствия. Везде они будут писать эти комментарии. Они с ума посходили. И вот это интересно, вот очень интересно. Там, да, были комментарии, которые говорят, а что, он просто были такие, конечно, были за, но вот я первые 100-200 комментариев, это за Артем вот был. Я не могу, сейчас 800 комментариев там есть, но я не могу